Алексей Мачнев и Сергей Зантьев посетили Владикавказские школы. Глава администрации рассказал председателю парламента о том, что на первом этаже школы номер 43 совсем скоро появится детский сад. Он будет рассчитан на 2 подготовительные группы. Это около 60 человек, что позволит значительно разгрузить район. Сейчас очень активно идут строительные работы по подготовке, по ремонту помещений, территории детского сада. Очищается территория. Вот вы видите, уже готовы котлованы под беседки. Снимаются старые полы, будут настилаться новые. Начиная с 2011 года в школе произошло немало позитивных преобразований. Поменяли крышу, старые деревянные окна заменили на пластиковые. Алексею Мачневу показали столовую. Здесь соблюдены все санитарные нормы, установлено новое оборудование. Также председатель парламента побывал в спортзале, где посоветовал убрать покрытие, объяснив, что это позволит избежать травм у школьников. Несколько лет назад в школе было введено инклюзивное обучение. Для особенных детей здесь имеется специально оборудованный класс. В целом Алексей Мачнев увиденным остался доволен. Пожелание есть одно – вот так держать и развиваться. Так держать и развиваться, потому что одна из основных задач, которая стоит, и внимание республики, руководство республики, и временно исполняющий глава республики сейчас Агузаров Тамерлан Акимович тоже говорил о том, что нам надо больше, пристальнее уделять внимание вот именно средним школам. Я думаю, это приоритетная задача была, есть и будет. На сегодняшний день школа к новому учебному году практически готова. В этом году в первый класс в 43-ю пойдет около 120 человек. В этот же день Сергей Зантьев и Алексей Мачнев посетили школу номер 33. Школе было 50 лет, школа имеет традиции. И на самом деле это одна, наверное, из школ, которая пока наполняемость нас не удовлетворяет. И мы сегодня поставили задачу совместными усилиями и родительского комитета, и руководства школы, администрации до следующего года вот эту проблему решить. Проверка школ и детских садов на этом не заканчивается. В преддверии начала учебного года паспорта готовности и лицензии должны получить все образовательные учреждения. Залина Губурова, Заур Цеов, Осетия ТВ.